Добрый день, здравствуйте, сядьтесь. Рад, что наша пресс-конференция собрала вызвала такой активный интерес в сообществе, но тем не менее мы начнем. Я буду представлять спикеров, и мы поговорим немножечко о каких-то тенденциях фестиваля, о каких-то конкретных спектаклях, но это не будет обсуждение, и понятно, что у нас тайминг час, желательно уложиться там 45-50 минут, потому что в 11 у нас видеопросмотр спектакля уже начнется, и нужно будет, ну, скажем так, уже идти готовиться к нему. Поэтому я, наверное, пойду по часовой стрелке. Или просто... Да. Я хочу предоставить слово Анне Казариной, театровед, театральному критику, сотруднику Московского театра кукол, специалисту в области детского и театра кукол, театра детей и театра кукол, и эксперта «Золотой маски» этого сезона. Для отборщика также многих других фестивалей. Спасибо, Илья. Здравствуйте. Для меня, на самом деле, этот фестиваль «Ноурус» первое настолько тесное знакомство с театрами тюркских народов, хотя 17 лет своей жизни я провела в Чувашии, но весь театр, который я там видела, был на русском языке и никак не был связан с какими-то национальными идеями, с фольклором и осмыслением национальной идентичности. По итогам того, что мы увидели на Ноурузе, мне показались интересными несколько моментов, как раз таки связанные с языком. Всегда интересно увидеть, как театр выстраивает диалог с современным зрителем. Когда мы говорим о театрах национальных, как он выстраивает этот диалог, сохраняет и осмысляет свою национальную идентичность, как он работает и рефлексирует с ней с точки зрения сегодняшнего дня и сегодняшней реальности. Как театры выстраивают работу с синтезом фольклора и народной традиции и современными формами театра. Здесь я бы отметила несколько спектаклей. Это сказки Хикмета казанского Тюза Кариева и «Волшебный Кулай» детского сибайского театра концертного объединения, и спектакль «Этно», который мы вчера посмотрели, Альметьевский уличный театр «Легкие крылья». Важно еще и то, что это спектакли для детей, и вот эта работа с современностью, с современной формой, с визуальной формой и с фольклором, как такой мостик, да, передача культурной памяти, которая существует у народов. И вообще тема памяти очень важна, мне кажется, для этого фестиваля, как она отражается в сегодняшнем дне. Это, с одной стороны, работа с важными персоналиями, с какими-то героями, важнейшими фигурами в той или иной культуре. Как, например, мы смотрели спектакль о Сайдаш Бессонница в театре драмы и комедии Тинчурина, и спектакль, который мы видели на видео, Абай, впечатление, да, как здесь в Сайдаше же работает форма, да, как встраивается в эту бродилку история человека, его судьба. Также эта работа, если мы говорим о форме, это еще и вербатим, да, то есть это максимальное приближение к сегодняшнему дню. Это и «Жребий» Буинского театра, и «Я не вернусь», две части, которые мы смотрели вчера. Также всегда важно, когда театр берет какие-то пьесы, в этом случае я имею в виду и «Угасшие звезды», которые были в театре Камала, и в том числе современная драматургия, это Армянский театр «Дуськина дача». Вот, наверное, это те важные моменты тенденции фестиваля, которые мне показались особенно важными. Спасибо. Спасибо. Я передаю слово Марии Кожиной, театроведу, театральному критику из Новосибирска, эксперту «Золотой маски» текущего
тоже впервые на фестивале «Мангрус», и это мое такое первое большое знакомство с национальными театрами. Я какие-то спектакли до этого видела на фестивалях, например, на фестивале «Новосибирский транзит», который проходит в Новосибирске, как правило, бывает какой-нибудь спектакль или два спектакля национальных театров, но вот в таком объеме я столкнулась впервые. И мои размышления, связанные с театром тюркоязычных народов, связаны с тем, что я узнала за эти несколько дней об этом театре. И, во-первых, я узнала, что это театр больших обобщений. Мне кажется, всегда, будь то это какая-то частная история героев, связанная с любовными отношениями, все равно это выходит на такой большой разнообразный мир, на большое мироустройство, как, например, в спектакле «Угасшие звезды» театра Камала, когда мы видим, что история персонажей действительно становится таким поводом для размышления о том, как устроен мир. Или будь то история, опять же, частная, документальная, как, например, в спектакле «Жребий» Тимура Кузова, которая, как мне кажется, тоже выходит к таким бытийным вопросам, к вопросам цикличности человеческой жизни, к вопросам о том, что люди старшего поколения другой эпохи постепенно уходят, и что мы теряем с этим уходом, как мы себя чувствуем, оставаясь без них, без этого какого-то большого мощного знания, которое они за собой несут. И мне кажется, что театр движется, он довольно разнообразный в своих формах, в том, какие формы приобретает на сцене. Мне кажется, что есть тенденция театра нарративного, да, рассказывания истории, есть тенденция театра сочинительского, но и там есть моменты проявления поэтического театра. Даже если это рассказывание истории, все равно есть момент присутствия этой поэзии. Часто эта поэзия связана с какими-то обрядовыми действиями. Одно из последних впечатлений — это вчерашний спектакль «Кульпустан», где у нас есть пьеса, которая в принципе вписывается в традиционные структурные схемы, и визуально на сцене это решено так, что это тоже такая схема отношений. Здесь придуман мир, где человек встраивается в систему, становится винтиком в большом механизме комбината, но и здесь возникает поэзия, которая связана с главной героиней, когда мы видим, как ее обрежают в свадебное платье, когда мы видим обряд, связанный с традициями, и от этого возникает поэзия. Кроме того, мне кажется, очень интересен театр сочинительский, который возник на фестивале. Это и «Сайдаш Бессонница», который мы посмотрели во второй день, когда зрителю из разных визуальных образов нужно историю собрать, да, понять, что это, про что, и почувствовать, откликнуться на эти образы. Это и спектакль «Обои впечатления», мне кажется, чудесный, который предлагает как раз не иллюстрацию текста поэтического, а создание образов помимо поэзии, которая звучит, образов нетривиальных, образов очень интересных, и от этого спектакль становится объемным. Мне кажется, в эту же линию, в это же направление сочинительского театра встраивается спектакль «Этно», который предлагает нам, несмотря на то, что там есть история, такая понятная, да, история поиска возлюбленной, спасения возлюбленной, такой обряд инициации для главного героя, она тоже становится нетипичной, нетривиальной, поскольку это решено в интересных, любопытных образах, в том, как актеры на улице работают с визуальной составляющей, со светом, с музыкой, как это все складывается в спектакль. И сюда же, мне кажется, относится и «Королевство кривых», спектакль, который рассказывает нам об истории, да, и вообще мне кажется, что вот этот момент осмысления народом советского периода и всех тех страшных событий, которые были в 20 веке, это тоже такая важная тема для театра тюркских народов. И вот один из путей, да, это театр сочинительский, опять же, рассказывание истории, которую мы знаем через визуальные образы, которые, опять же, становятся
не банальными, необычными, и поэтому такие спектакли захватывают. Еще одно направление, мне кажется, это направление документального театра, опять же, это связано с осмыслением истории, и здесь важно понимать, мне кажется, что это не локальная история, да, это наша всеобщая история, вне зависимости от того, там, какой нации мы себя причисляем, к какому народу. Мне кажется, это то, что как раз объединяет нас всех, всем понятно, у всех это болит, и это, кстати, встраивает театр тюркских народов в принципе, в российский театр, да, в тенденции российского театра, потому что российский театр занимается действительно рефлексией событий этого времени до сих пор, да, и, мне кажется, будет заниматься, потому что пока это не отболит окончательно, да, это будет актуально. И любопытно, как театр работает с документом, будь то реальный документ или документальная проза, и как это может монтироваться в спектаклях, например, в спектаклях театра Камалы «Я не вернусь» и «Я не вернусь в мечты», где у нас есть довольно разнообразный способ работы с документом. Да, это и вербатим, и литература. В спектакле слышно, когда это литература, но это не становится менее ценным. Да, все эти истории, мне кажется, производят впечатления, какие-то больше, какие-то меньше, какие-то. Ну, важно, еще скажу, что мне показалось, что вообще в большинстве своем театр тюркских народов довольно серьезен. Ну, действительно, поскольку такие проблемы поднимаются, проблемы осмысления мироустройства, сложным, несерьезным в этом направлении, но как раз работа с документом позволяет показывать разные стороны жизни. И в спектаклях Тимура Кудова, и в спектаклях Дары Забарова мы столкнулись с тем, что режиссеры показывают разнообразие этой жизни. И, например, Тимур в спектакле все время меняет регистры, как только доходит у зрителя дело до слез, уже становится весело, да, в следующей сцене это снимается, и мы можем понимать, что жизнь действительно многообразна, что жизнь разная. В спектаклях театра Камалы это происходит как бы больше внутри одного спектакля, а вот в частях, когда первая часть более трагичная, да, вторая часть построены на таких анекдотах, которые все равно говорят о проблеме вымирания деревни. Пожалуй, на этом я остановлюсь, чтобы дать слово коллегам. Спасибо. И слово коллеги Владислава Евгеньевна Купринона, она единственная здесь сторожила Науруза, она была здесь впервые в 2009 году, и в последующие годы случалось. Владислава Дмитриевна Зафрит Московского ТЮЗа и театровед, педагог ГИТИСа и эксперт Золотой маски. Спасибо, Илья Сарамович. И много чего еще. Да. Доброе утро. Вы знаете, мы сюда вот с Анной приехали с другого фестиваля, тоже очень большого, 6 городов, 9 театров, 16 спектаклей, «Белое пространство». Это фестиваль Ханты-Мансийского округа с огромным количеством разных городов, между которыми мы сами перемещались, театры к нам не ездили, а мы ездили к ним. И на каждой пресс-конференции, и каждый журналист, как только, значит, мы приезжали в какой-то город, говорит: ну скажите, ну что же объединяет нас, ну что же общего? И мы уныло говорили: ничего, каждый театр индивидуален, вот Нижневартовский такой, а Ханты-Мансийский такой, ничего между вами общего, кроме плохой погоды, нету. Говорили мы, и это абсолютно нормальный, естественный разговор, когда мы говорим, в общем, о театре на русском, русскоязычном. И каждый раз, когда я приезжаю на Навруз или на, не знаю, фестиваль Тинчурина или в Буинск на фестиваль, я всегда обнаруживаю то, что у тюрков вообще другой исток. И вы слышите, что коллеги говорят о вещах, которые объединяют театры. Да? И мы, с одной стороны, все время слышим эти разговоры, и понимаем эту боль и эту огромную проблему утраты языка у большого количества тюркских народов, утраты языка, проблем с самоидентификацией, но с другой стороны, поверьте, как человек, который со стороны абсолютно это смотрит, вы вообще единственный
да, вот тюркоязычные театры, единственные, кто имеет очень ясный общий, да, общий дискурс, общий разговор, вас связывает такое количество вещей, как хороших, так и плохих, собственно, и проблемы у вас, да, я имею в виду проблемы театральные, тоже, в общем, общие. И это очень интересно, на самом деле, об этом думать, правда. Да, в мире очень индивидуальном, очень субъективном, очень сконцентрированном на личности. Сегодня тюркский мир, он как-то, да, нас заставляет говорить об общих проблемах. И, конечно, общие темы, да, уже говорили об этом, что одна из главных тем, это, точно, это тема памяти и ее утраты даже, да, в смысле, не тема памяти, что вот мы работаем, даже честно вам скажу, что на прошлых фестивалях, на каких-то других фестивалях, я больше видела и слышала как раз рефлексии серьезной о 20-х, 30-х, когда там, не знаю, приезжал Джуд, да, и вот вокруг этого такие вот спектакли. Я не могу сказать, что на Грузии вот тема памяти это отработка и рефлексия о вот этих страшных. Скорее, тема памяти здесь поднимается как утрата памяти. Да, то есть вот с таким очень болезненный аспект, не то, что мы сейчас отработаем, наконец-то все это проговорим и избавимся, это было много лет. Но сейчас, мне кажется, театр обнаружил, что это нельзя сделать. И появилась тема утраты памяти, потери памяти во всех спектаклях, да, ухода этих людей, которые помнят об этом. И мы вот сами пытаемся уцепиться в последний раз. Или впрямую, как вчера там в Алтайском спектакле говорилось о том, что если ты лишаешься памяти, а мы лишаемся памяти, ты становишься работой, утрачиваешь свободу, просто впрямую через вот такую большую метафору. Ну или как в спектакле Айдара Забанова, где да, тоже все начиналось с того, если вы помните, там в первой части все время повторяется памяти, нет, ничего не помню. Да, и эти умирающие люди, умирающие деревни, уходят память. То есть мне кажется, это какая-то, я, по крайней мере, нащупала эту новую тему, очень интересную, но о ней надо думать. То есть это просто пунктирное замечание. Конечно, всегда у тюрков это есть. Я просто писала об этом в своей статье на Грузии в прошлый раз. И сейчас я тоже опять это вижу в метафизика и на бытие, и естественное право метафизики, то есть это не от людей исходит, да, как там в русском театре, если появляются какие-то инобытийные, не знаю, или какие-то метафизические аспекты, то это люди их призывают, вызывают и вытаскивают, это всегда связано с волей человека, у которого этого фактически нет. А в тюркоязычном театре происходит какая-то совсем другая история. У метафизического и у инобытийного есть такое естественное право существовать рядом с людьми. Это право вот этого другого мира, оно не спрашивает, его никто не вызывает, потому что его не надо вызывать, оно все время естественно присутствует и разлито всегда. Да, когда в тюркоязычном мире вот это вот ощущение, что рядом тут у нас живут, ну, как минимум шуралия, да, как максимум, вот, и все остальные, и готовы прийти в любой момент, вмешаться в человеческую жизнь, их еще надо так выгонять, то есть не призывать, а попросить все-таки уйти, дать самим разобраться. Это тоже такой очень интересный и очень, да, своеобычный тюркоязычный театр свойственная вещь. Вот, это что касается таких интересных вещей. Не проблемы одни. И проблемы у тюркских театров одни очень медленно, конечно, происходит сбрасывание вот этого традиционного для вашего театра умалчивания и попытки привести все к какому-то хорошему, общему, вот то, что говорила, да, Маша, вот эта склонность к обобщениям, которые всегда, конечно, сглаживают остроту, сглаживают углы, мы все время чуть-чуть отодвигаемся, смотрим на все через большую дистанцию, и, в общем, мне очень больно. И вот тюркский театр не очень готов делать больно своему зрителю. То есть он все-таки его всегда в конце обязательно обнимет, пожалеет, ну, не расстраивайся сильно, вот как бы звездное небо, моральный закон, иди с Богом. И вот это очень видно, кроме одного, пожалуй, спектакля по-настоящему, который, это спектакль Буинского театра,
театра Тимура Кулова, который не боялся сделать больно. По-настоящему больно и страшно. И когда говорили о голоде, это коротенькие фразы, но которые стреляли, и никто, да, то есть я согласна с переключением регистров, естественно, как способе, что огромное количество иронии, объем жизни, да, но вот эти вот короткие вещи, которые ничем не складываются, там, эти косички, которые я держу, никогда не забуду. Спасибо большое, Тимур, за эти, да, детские головы с косичками, вот это вот. В очень многих других спектаклях, когда речь идет о вот этих страшных проблемах, театр пытается их, конечно, сгладить, успокоить, утешить зрителя. И вот эта история с документальным театром, который тоже заметили мои коллеги, мне кажется, что это интересная тоже вещь. Мне кажется, я не знаю, может, я со мной поспорю, или вы. Мне кажется, она тоже вырастает из проблемы, из острой нехватки, конечно, хорошей, крепкой, современной драматургии тюркоязычной. И режиссеры, да, и театры нашли выход, и как Айдар Забаров и Тимур, да, делают документальный театр. Вот, и из этой проблемы вот родилось такое интересное очень решение, и это, конечно, очень здорово, потому что и театру надо с этим работать, пока живы там эти последние старики, вот это вот ощущение, что мы теряем память, вот за это, конечно, хвататься и заниматься сейчас этим. Хорошо, что театр нащупал эту возможность, эту тему вот такого разговора. Вот, еще мне кажется, что у театра Камала есть какая-то своя тема очень интересная. Мы видели три спектакля, да. Первый спектакль «На закате» не был в программе, но все равно его видели, мы в первый день, когда мы приехали, да, «На закате», что по-разному как-то называется, «Угасшие звезды» и вот Забаровские вот эта диалогия его. Там как-то вот эта тема, особенно в Камале именно звучит особенно остро. Говорю это просто себе, чтобы потом подумать, извините, о том, что вот человек здесь как-то заброшенный, одинокий, очень остро ощущает это одиночество в угасших звездах. Это даже, да, в сценографии видно эти огромные колосья и масштаб человека, который огромный, да, в колосники уходящая темнота, и этот человек, да, за счет вот этих вот колосьев жестких, огромных, которые стоят вокруг него стеной, и это ощущение полного непонимания законов, да, которые в спектакле поставят, и полное непонимание этих законов приводит к этим поступкам, каждый из которых становится страшной ошибкой. И мне кажется, у Фарида Чентаева вот эта вот тема, и «На закате», собственно, это наша история, люди, которые совершили какое-то огромное количество ошибок, совсем не понимая, куда они идут, и ощущение одиночества, и вот ухода вертикали, ухода ее в Камалу, вдруг это ощутилось, потому что более, да, в театрах, которые подальше чуть находятся, все-таки вот эта вертикаль еще очень живая, очень присутствует, особенно там на их, да, в таком, во вчерашнем Алтайском театре, например, это было просто прям явлено, когда опускались эти вертикали, когда начался вот этот ужас, весь ужас происходить, эти вертикали сломались, упали, да, то есть вот это вот абсолютное участие. А в театре Камала я вдруг увидела, что они исчезают вот этих во всех спектаклях, человек очень одинок, не понимает, что с ним происходит. Мне тоже кажется, что это что-то такое новое появляется в театре тюркских народов. Вот, спасибо большое. Спасибо большое, Владислава. У нас на очереди театральный критик Ольга Фукс, редактор журнала Международного института театра, эксперт «Золотой маски». Тоже впервые на Наврузе. Да, добрый день. Я впервые на Наврузе. Мои замечательные коллеги столько уже всего сказали прекрасного. Я тут уже девочкам говорила как-то, что я еще со времен своего советского детства думала, что раз у нас такая огромная национальная страна, мы все должны в школах учить какой-нибудь еще один язык страны. Там, не международный, не английский, французский, а какой-нибудь язык страны. Я, в общем, до сих пор придерживаюсь этой точки зрения, хотя я понимаю, что это совершенно такая утопия. Но мне кажется, это было бы очень важно и очень держало бы нас всех вместе, потому что, приехав сюда, у меня такое ощущение от этой концентрации различных театров, это какой-то параллельный мир,
какая-то вторая жизнь, которую каждый человек, владеющий своим языком, своей национальной культурой, проживает параллельно с нашей какой-то общей русскоязычной культурой, историей, в которую мы все погружены. И вот это ощущение страха потерять язык, оно вот здесь прям звенит, потому что можно все восстановить, можно восстановить экономику, можно вернуть свободу, можно там, я не знаю, утраченные какие-то вещи возродить, не знаю, лес посадить, но вернуть утраченный язык, который уходит, невозможно. Поэтому это действительно самая главная ценность, и здесь это очень ощущается. Ну, могу назвать тоже свою какую-то там свой топ-лист спектаклей, повторяется, это «Королевство кривых». Может быть, это наименее привязанный к тюркоязычной культуре спектакль, но он говорит об очень важных вещах, таких как страх, как потеря достоинства и попытка его удержать, утрата личности и борьба за то, чтобы эту личность сохранить. Он очень интересно сделан, и поэтому он так прогремел, наконец-то я его увидела, очень рада. Естественно, мне очень понравился спектакль «Жеребий», очень теплый, нежный, очень, действительно, правильно Влада сказала, он не боится делать больно, действительно, мне было очень больно, и вместе с тем как-то очень светло. Вот это сочетание очень важное в театре. Много иронии, много боли в нем. Вот, по-моему, в театре самое важное сочетание. Мне очень понравился спектакль, как он решен в пространстве «Сайдаш бессонница». Для меня это вот по форме, может быть, там, самый европейский спектакль. При этом я с большим интересом послушала, узнала, тоже прониклась судьбой такого прекрасного композитора, услышала его музыку, теперь буду ее слушать больше, специально для себя. Отдельная страница — это 2 спектакля Фрапая, мне удалось посмотреть оба. И оба мне, в общем, очень понравились. И первый, который на театральный язык переводит поэзию Абая, может быть, такую немножко дидактическую, может быть, такую, в русском переводе. Но, тем не менее, я думаю, что она была очень важна для казахского народа, для его становления, для его самоощущения. Это чувствуется, любовь к Абаю. А для москвичей это при имени Абай сразу вспоминается этот прекрасный дни, когда была Купай Абай, когда вокруг памятника Абая читались лекции, собирались люди, там стихи читали, в общем, не хотели расходиться, боролись за свою свободу. То есть для нас Абай стал вот тоже такой важной фигурой. Что касается спектакля «Я не вернусь» в частях, сначала меня это очень захватило, потом мне показалось, что там есть некая проблема с отбором, он требует какой-то большей обработки. Но тем не менее, я с интересом посмотрела, и мне кажется, стала гораздо больше понимать настроения, которые здесь царят, и, в общем, это тоже очень интересно. Спектакль «Колыбель» очень красивый, поэтичный, затрагивающий тему памяти и ее утраты, которая действительно очень опасная. И мне кажется, театр — это вообще сейчас одно из немногих мест, когда там закрываются архивы, когда нельзя лишний раз что-то сказать, написать, из-за этого тебя сразу могут привлечь к ответственности. Театр становится одним из немногих мест, где эта тема продолжает подниматься через человеческие истории, через маленькие человеческие истории, частные, негромкие, все равно нас заставляет думать о том, что мы пережили, что мы испытали, как бы вот нам это все осознать, понять и не совершать таких, не возвращаться к прошлому, не повторять. И еще, конечно, когда слушаешь через перевод спектакли, ты понимаешь, насколько действительно ты не все можешь читать, не все понять, потому что там, где перевод кажется довольно-таки обычным, не смешным, просто нарративным, иллюстративным, зал реагирует смехом или каким-то аплодисментом. То есть понятно, что никакой перевод не
не передаст до конца все тонкости, юмор, может быть, там, может быть, какие-то акценты, которые мы не слышим, или слышим и не осознаем, что это просто какое-то наречие. Поэтому очень здорово со стороны смотреть, как вот это все сохраняется через театр, и удачи вам на этом пути. А я буду скучать. Спасибо. Спасибо, Ольга. Алексей Посуев у нас тоже впервые театральный критик из Санкт-Петербурга, педагог, эксперт «Золотой маски». Ну, на мою долю осталось, наверное, мало нерасшифрованных смыслов, вот, совсем. Вот, кроме того, я приехал на День Божий, должен сказать, и с коллегами пару раз смотрел разные спектакли, у меня немножко другая картина сложится при этом. При том, что один фестиваль, но вдруг что-то будет отличаться, потому что немножко, может быть, другое я видел. Значит, у меня возникла такая картина, такая мысль о том, что, не знаю, каждый ли раз так, не ясно, вот конкретно этот фестиваль он может получить подзаголовок «Фестиваль театрального эпоса», да, потому что все, абсолютно, почти все спектакли тяготели именно к эпической форме повествования, к такой эпической героике, да, какой-то путь испытаний, который проходит герой спектакля, и герой тут оказывается в каких-то таких пограничных ситуациях, на сломе миров, на сломе эпох, то есть каждый раз это какая-то такая очень обобщенная, очень небытовая ситуация, какое-то очень обобщенное, очень небытовое пространство. Даже там, где история может быть и бытовая, да, то есть история может быть как бы сам первоисточник, сам литературный материал, может быть даже и каким-то очень конкретным, но каждый раз как бы театр как бы тяготеет к тому, чтобы максимально эту историю обобщить, сделать ее притчевой, философски ее осмыслить, укрупнить и так далее. Даже, может быть, в некоторых случаях театры перестарались немножко, и как бы истории там не совсем выдерживают такого укрупнения. То есть в некоторых случаях там истории оказались, ну, не имели в себе такого эпического потенциала. Но тем не менее, тяготение было такое. Я сказал про вот это вот особое небытовое символическое пространство, которое практически во всех спектаклях есть. И для меня такими лидерами мнений на этом фестивале стали в первую очередь художники, да, потому что, опять же, почти во всех спектаклях очень интересное пространство. Вот, необычное, символичное, поэтичное, вот, обобщенное и так далее. Да. Опять же, как бы уже как тот или иной режиссер этим пространством воспользовался, это вопрос другой. Кто-то существует с этим пространством в гармонии, кто-то, может быть, немножко, так сказать, идет с ним вразрез. Вот. Если говорить о проблемах, тоже как бы достаточно общих, вот, то такой вот эпический способ рассказывания истории вот, зачастую, как бы это сказать, подрезает многие драматургии. Да? То есть история становится таким просто потоком образов, вот, который, ну как бы это сказать, может не иметь в себе, например, какого-то внятного развития. Да? Просто как бы такая происходит некая сценическая длительность. Вот зрелище, которое длится 1,5 часа, а могло бы длиться 2, а могло бы час. Да? Вот. Очень часто проблема финала, да? Когда их там 2, 3, 4 и так далее. То есть спектакль никак не может закончиться. Вот. Иногда как бы нет внятного какого-то развития характеров, да, потому что как бы герои поданы как такие тоже фигуры знаковые. Ну, как бы это эпос, это герой. Да, вот он как бы такой цельный, такой крупный, такой мощный, как бы и вокруг него вот как бы некий мрачный мир, с которым он вступает в такое какое-то мощное единоборство. Вот. А что это за герой, да? Каковы его внутренние проблемы, каково его развитие, какие изменения с ним происходят, это тоже не всегда получается вычленить в каких-то конкретных спектаклях.
Вот. Ну, и если говорить о какой-то конкретике, вот, то, наверное, стоит упомянуть как раз те спектакли, хотя, так, ну вот, наверное, я скажу про Якутский, я на нем был, да, вот, «Авитет уходит в горы» Андрея Борисова, Саха-Якутский театр Миаюцкого. Вот это как раз такой пример абсолютно такого эпического спектакля, при том, что там конкретная эпоха, да, как бы конкретные характеры, конкретная история, но театр, ну, впрочем, как всегда у Борисова, приводит эту историю к такому колоссальному эпическому обобщению, к истории героя, который вот как раз проживает эту смену эпох, этот слом эпох, такой крупный, неоднозначный человек, самый Авитет, вот, который этой новой эпохе оказывается не нужен. Да? То есть старая эпоха заканчивается, а в новой эпохе он себя не находит. И вот этот как бы образ героя, вот, который пережил свое время, как бы, да, и не нашел как бы себя в новом времени, которое как раз кажется ему таким временем, которое наступает на его мир, как бы на его традиции, как бы разрушает все то, во что он верил, да, и финал этого спектакля, когда там просто все сгорает в этом буквально адском пламени, да, то есть всю сцену заливает этот огонь, этот пожар, устроенный главным героем, вот, именно как образ вот конца того мира, вот, в который он верил и смерть которого он не смог пережить. Вот. Ну вот, наверное, не я что смог, то рассказал. Вот. А как бы про остальное вроде бы уже сказано. Спасибо. Я два слова добавлю. Это первый фестиваль, на который театры привезли так мало программ. Очень сложно писать будет о ваших спектаклях, дорогие друзья. Практически 2 или 3 театра мы предоставили программу. Это, конечно, какое-то запредельное для меня. Я не очень понимаю, почему такое произошло, но как бы это такой крайней степени провинциальное мышление, по-моему, не приведение слабо, не затрачивание средств на историю, потому что программки — это тоже часть театральной истории, и по ним формируются будущее поколение театральных людей, что-то для себя понимать, обнаруживать, изучать. Но вот, знаете, да, я сижу напротив, на Татарстан 8 здания интерактивной экспозиции, и проходя каждый день по лестнице, я вижу там старые программки нашего театра. И очень интересно их читать, потому что там, например, спектакли начинаются в 20 часов 30 минут. Как это писали, потом, значит, в 19 часов 1/2, да, потом, значит, дети до 16 лет на вечерние спектакли не допускаются. В 60-е годы дневные спектакли начинались в 11, с начала 70-х стали начинаться в 12. За всем этим стоят какие-то смыслы. Я вот помню, как много было споров, ломались копья по поводу того, когда вот мы время, например, то есть когда мы провели вот это вот, у нас все спектакли начинались в 6 в любой день, мы сделали другие дни в 7, ориентируясь больше всего на людей, занятых, ну, в общем, работающих людей, населения. Очень много у нас пенсионеров нас ругало за это, но, к сожалению, потому что там транспорт, то все поздно добираться, но мы сделали в тот момент ставку все-таки на омоложение аудитории и, наверное, выиграли, судя по цифрам посещаемости, по росту, по динамике, да, мы, конечно, совершили правильный поступок, хотя часть зрителя вот, пенсионного возраста, она действительно оказалась утрачена. Но тут приходится выбирать. Невозможно найти золотую середину, потому что пенсионеры и в 4 нормально, и в 3. А рабочему человеку, конечно, или студенту это все нереально.
Вот. И это все просто действительно это осложняет жизнь, и вот уже нет никакой возможности даже на пресс-конференции говорить о каких-то артистах, например. Ну, то есть, кроме тех, кого ты хорошо знаешь. Вот. Это как бы один такой момент. Второй момент, ну, конечно, все равно вы же понимаете, в каких условиях создавался этот фестиваль. Не все, кто были заявлены, не все, кого мы хотели пригласить, не то, что хотели, не все, кого мы пригласили, включили в программу, смогли доехать из России. Нам это сложно понять, все-таки у нас Татарстан, и у нас театр хорошо посещается, ну правда, по сравнению с другими народами, многими, ну я просто вижу это, знаю на практике. И представляете себе, где-то, например, там в Туве было долгое время 25%, 50%, бюджет не позволяет, ну как бы закон не позволяет пускать на проезд бюджетные, значит, субсидии, только можно собственно заработанные средства. И это как бы очень сложно в этих условиях, просто театрам было зарабатывать деньги. В условиях того, что в условиях пандемии вообще все театры говорят, это и Москву и Питер касается, это все города испытывают сегодня трудности. Зритель очень поменялся за время пандемии. Кого-то мы вдруг все взяли и уехали на Гоа, или куда-то, на несколько месяцев оказались изолированными. Особенно это касается москвичей, которые действительно прям очень серьезно запер. Собянин, у нас-то еще как-то можно было гулять на свой страх и риск, а там прямо по QR-коду 2 раза в неделю попробуй шаг влево, шаг вправо, все. И все это изменило сознание, психологию, и мы еще не понимаем, насколько, как и в какую сторону. И поэтому прежние схемы, например, жанрово-стилевые или какие-то еще, перестают немножечко работать. Вдруг зритель пошел на серьезные спектакли, вдруг зритель, например, вдруг у нас стал аншлагом спектакль Айдара Забарова «Я не вернусь», да, ушел. И как такое не планировалось, но именно, видимо, сегодня, именно в это время зритель действительно требует какого-то искреннего, задушевного, что ли, ну такого, по крайней мере, честного разговора о чем-то, что ему интересно. На честность и искренность мы готовы, а вот что ему интересно, пока это все время нужно как-то рисковать, пытаться понять, найти какую-то золотую середину. Вот. Относительно того, что... Ну, я вот честно говорю, мне, например, вчера очень понравился алтайский спектакль в целом, но по актерским работам, по какому-то общему рисунку, по эстетике. Но иной раз просто думаешь, господи, как какой-нибудь Наурус обойдется без истории про монголов. Господи, вы роман-то читали, ребята? И дольше века длится день. Я бы вообще Ахматова запретил в тюркских театрах ставить на какое-то время, чтобы вернуться к нему уже потом на новом витке. Потому что сейчас это очень часто просто, ну и что Манкурт? Манкурт, да, история. А вот ты думаешь, ну если брать, да, у нас в свое время очень часто бросались по разным поводам в любых людей этим словом. А сейчас ты понимаешь, что целое поколение выросло. Если целое поколение там не знает язык или не чтит традиции, может быть проблема в традициях или в языке. Ну, то есть мы целое поколение назовем манкуртским. Что нам делать? Это проблема, у меня нет ответа. Я просто ее ставлю, я ее обнажаю. Я считаю, что те лозунги, с которыми мы там выходили в 90-е годы на площади, они сегодня, в принципе, настолько устарели и бессмысленны, что нужны какие-то новые идеи. И вот в этом смысле, да, для меня такой показатель, для меня такая лакмусовая палочка, бумажка, всегда вот эта история про Манкурта, потому что она возникает ведь как что? Она возникает как... она заключена в некую рамочную историю романа «И дольше века длится день», в котором, в общем-то, человек летит в космос, с одной стороны, с другой стороны, пытается, как Антигона, похоронить своего друга, главный герой, и на этом фоне возникает... Ведь это как бы... Вот ставить вот так, как бы вычленять одну и ту историю сегодня, по-моему, крайне не актуально. Это может быть интересно людям, которые впервые с этим сталкиваются, как мои коллеги, но когда-то каждый год либо казахи, либо киргизы, либо еще какие-то тюрки привозят обязательно Айтматова. И не всегда это по смыслам ну, как бы актуально сегодняшнему дню. И, как правило, берется эта притча, очень часто берется эта притча, которой, мне кажется, нужно найти сегодняшний какой-то паттерн
именно сегодняшний актуальный подход. По смыслу, не по форме. По форме у меня претензий к спектаклю нет, по исполнительскому мастерству. Мне очень этот парень понравился, который играет Манкурта. Но вот это так. Это в целом о какой-то такой тоже тенденции замыкаться в одних и тех же текстах. Да, разумеется, и как она там называется? Жребий и Ушаулан, да, все это попытки действительно найти текст, найти живой искренний текст. К сожалению, театр тюркского мира уже давно, еще, наверное, в 90-е нулевые годы, обогнали возможности тюркских драматургов. Мы читаем их пьесы, и они не пробуждают в правилах, в массе своей. Ушло поколение маститых таких умелых ремесленников, мощных, и все. За ними как бы пустота, поколение там 60-летних, 50-летних. Мы недавно лабораторию проводили в театре Цинчурина по текстам драматургов, которым сейчас от 50 до 60. И, в общем, это тоже, конечно, это был интересный вызов для молодых совершенно режиссеров, но по большому счету мы понимаем, что, в принципе, эта драматургия вот такого плана, такой структуры, это, конечно, достаточно опасная тенденция, потому что мир меняется, мир глобализуется, можно бесконечно пытаться говорить, что это плохо, и это действительно может быть плохо, но это и хорошо, потому что глобализация, она как любое явление, наверное, имеет как минимум две стороны. Одна из них та, что мы сейчас не живем, живя где-нибудь в Абакане, в Якутске, в Мирном, в любой точке мира, мы не живем изолированно друг от друга. Мы часть одного некого большого театрального сообщества, в котором есть вот это наше сообщество тюркских театров. И мы сейчас очень быстро узнаем новости. Раньше тебе приходилось звонить в какие-то театры, а какая у вас премьера, а что вы хотите, приедете ли вы на Наурус? Сейчас ты уже просто видишь по Инстаграму или по Фейсбуку, с какими спектаклями ты будешь знакомить своих коллег на следующий год. И это все что-то меняется, и, к сожалению, вот именно литературная основа, именно другие как литературная основа спектакля, она сегодня тормозит развитие тюркского театра. С другой стороны, мы не можем бесконечно заниматься постановкой переводных вещей, это тоже неправильно. Поэтому возникает такое обращение к собственным корням, но ведь это тоже ненадолго. Если мы все такие спектакли... Понимаете, вся прелесть этих спектаклей в том, что они первые, а дальше, мне кажется, возникнет некий тупик, или потребуется какой-то совершенно новый искать подход или искать новые тексты. В том числе сегодня, вот, например, на татарских сценах, это же не более на одной татарской сцене, у нас все-таки больше 10 театров, огромное количество прозы. Это и город Брежнев, вот сейчас, который мы не смогли, к сожалению, по техническим причинам провести, да, город Брежнев, Шамиль Диакулинов. Это у нас довольно много прозы последней, и классической, и современной, и буинской, и вальметьевской. Ничего с этим не сделать. Вальметьевский недавно поставили тоже спектакль. Он по уникальным мемуарам легионера, которые, в общем, были такие татарские, во время войны создавали татаро-башкирские легионы, которые должны были бороться с европейским сопротивлением, а они, потому что там действовала ячейка там, Саджалиль, Курмаш и прочее, они как бы переходили на сторону этих партизан в Югославии, во Франции, и воевали, получали ордена, а потом возвращались сюда, и у них не то, что там их в лагеря сажали, после выхода уже при Хрущеве из лагеря, у них не было до начала 90-х статуса ветерана войны. И эти люди были нищими и всячески униженными, и вот по мемуарам, то есть театр ищет какие-то темы. Естественно, то же самое происходит в Башкортостане. То, что спектакль, который мы вчера смотрели, конечно, это абсолютно это классическое произведение, которое переведено на сегодняшний язык. На язык Как это сделано, об этом можно спорить, я сейчас говорю о тенденции. То же самое сегодня делают там, в Новосибирске, в том же самом, да, в двух театрах идет там «Дети солнца» Тимофея Кулябина и «Идиот» Андрея Прикотенко в «Старом доме». Они идут, но это тоже как бы перевод старых классических пьес на новый русский язык. Переносят новые русские реалии. То же самое, мне кажется, мы можем делать с нашей классической драматургией, потому что структура у этих пьес есть, а некоторые сюжетные якоря настолько сильно укоренены в природе человеческих взаимоотношений, которых уже сегодня нет, и вряд ли мы к ним вернемся.
какие-то общие гуманистические идеи там все равно есть. Мне кажется, это тоже один из вариантов действительно брать и докторить. Ну, знаете, да, докторинг, что такое? Почему, говорят, российское сериальное искусство такое плохое по сравнению с... Ну как? Потому что во всем мире вот стоит серия, там, шоураннеру столько, значит, этому автору эпизода столько. А у нас как происходит? Ну, условная цена 100 тысяч серии, да? Неважно чего. Отдается плохому драматургу за 50 тысяч. Он делает плохой, он пишет плохой этот. Дальше хорошему драматургу на докторе за 30. 20 тысяч разницы человек, продюсер, кладет себе в карман. Вот. И так устроено много. Вот докторинг — это вылечивание плохой серии. Ну, то есть то же самое, я поэтому в кавычки поставил, тот же самую процедуру докторинга можно делать в отношении многих классических пьес, без утраты их смыслов, без утраты. Ну просто, знаете, ну, как бы, утрачены же многие, не то что утрачены, какие-то традиции живут, видоизменяются, а какие-то утрачены навсегда. И что нам с этим делать? Как нам вернуться к чистоте человеческих отношений столетней давности? Возможно ли это? Вот недавно на один из наурузов, кстати, по-моему, на нем Владислава Дмитриевна была, Оренбургский театр привез хорошую пьесу Аяз Гелязова «Дусказамки Явгачева». Нет, «Вызовники Хазиды». Это, значит, о том, что там проблема такая, ключевая проблема, девушка выходит замуж не девственницей. Да. Да, и это было дико неактуально уже тогда, в 2009 году. Ах, она выходит замуж не девственницей. Что делать? Кошмар. Да, но закончилось, ты помнишь, все, что мне угрожали физической расправой после Серьезно, того обсуждения. Когда я спрашивала, ребят, может мы не будем это серьезно обсуждать уже? Мне угрожали. Но это не один курс, они очень воспитанные. Тебе какие-то другие турки угрожали просто... Московская, понятно, кто приехал, но тем не менее прошло еще какое-то время. Есть какие-то вещи, которые подтвердились, есть какие-то вещи, в которых... То есть как, вот я же смотрю, все равно мониторю, и какие-то вещи, которые говорят московские коллеги, они стали очевидностью, какие-то вещи действительно были ошибкой со стороны коллег, потому что есть все равно некое понятие национального характера, национального менталитета, каких-то кодов культурных, которые, для того и существуют такие фестивали, как такой фестиваль, как Наурус, потому что он такой единственный в своем роде, где как раз-таки происходит перевод с тюркских языков и смыслов на другие и обратно, потому что это, в общем-то, территория каких-то разговоров, дебатов и размышлений последующих. У меня все, можем ответить на какие-то краткие вопросы. Да. На нашем спектакле кто-нибудь из критиков будет? Все будут. Потому что там 6:30 же. Ну и что? Да, все будут. Хотелось бы хотя бы что-нибудь услышать. Да, мы очень не то что извиняем, мы приносим не то что извинения, но, понимаете, программа такая плотная, что мы завтра уже не можем себе позволить вот так сесть, собраться по итогам. И сегодня закрытие торжественное, все, дальше как бы все разъедутся, и коллективы, и критики. К сожалению, у нас нет другой возможности, часть спектакля, то, что часть на видео мы смотрим, Чувашской Шинель, Чувашского театра имени Сеспеля Тюза, значит, Тувинский театр видео, ваш и спектакль оперной студии консерватории имени Жиганова, к сожалению, останутся за бортом обсуждений, но наверняка что-то будет отражено в материалах по итогам нагрузок. Это как бы единственная возможность. Ну и фуршет же будет 20-30, там тоже. То есть обсуждение за фуршетом, ты считаешь это? Можно будет тогда уединиться там, да? Я не знаю, как это включится там. Получится, да? Есть вопросы? У матросов нет вопросов. Всем спасибо за внимание. Мы пошли смотреть кино. Да, давайте на 5 минут. Ладно. Подожди. Ильшат, тогда у кого-то